Всем доброго дня, всем здравствуйте! Вы на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона, а это значит дайджест за неделю. Смотрим все самое интересное, что мы вам подготовили и собрали в этом выпуске. Самое, наверное, обсуждаемое событие или, наверное, самый обсуждаемый ивент, который все ждут, но, может быть, ждут именно поклонники полной дистанции Ironman. Итак, на днях была официальная информация, что в Дрездене летом пройдет та самая гонка, которую все предвкушают, 5-6 июня. Причем пройдет она на гоночной трассе, на автодроме в Германии. Гонка под названием Sub 7, Sub 8. Гонка полной дистанции для того, чтобы побить мировые рекорды. Насколько это удастся участникам, правда, пока еще не ясен список атлетов, но, как заверил чемпион мира Ironman Крик Маккормак, сказал, что ждут, конечно же, звезд большой величины, приглашает самых именитых атлетов для того, чтобы именно рассчитывать на преодоление этих дистанций по полной программе и, конечно же, на максимальных ускорениях. Как это получится? Для этого выбран был не случайно автодром в Германии, потому что он способствует именно развитию больших скоростных участков. Так что понаблюдаем, потерпим до июня месяца, и первые выходные июня ожидают быть, наверное, самое интересное в плане именно для того, чтобы посмотреть, удастся ли за 7 часов и за 8 часов уложиться. Дождемся, осталось совсем немного. К еще мировым новостям касательно триатлона. Теперь утвержден полный календарь Кубка мира мировой серии 2022 года. Имена городов и даты можете видеть на своих экранах. Окончательный список вот на днях появился. Итак, мировая серия вернется 14-15 мая в Йокогаме в Японии. Затем старт в Лидсе 11-12 июня, 25-26 Монреаль, 9-10 июля Гамбург, Чанду в октябре, и в ноябре нас ждет Бермудские острова, которые возвращаются после небольшой паузы в связи связанной с пандемией. Ну и заканчивается все это будет гранд-финалом в Абу-Даби 24-26 ноября. Ну и как отметила и Марисоль Касада, и, собственно говоря, Международная федерация триатлона, они рады, во-первых, возвращению Бермудских островов, потому что там действительно сейчас идет настоящий бум. Ну и, наверное, плюс это еще и дань уважения заслугам, конечно же, Флоры Даффи и ее достижениям. Поэтому в любом случае ей будет приятно вернуться на домашнюю гонку, на домашнюю публику, которая будет ее поддерживать, наверное, просто по-сумасшедшему. Так что любопытно. Ну и плюс ко всему еще объявили о том, что два первых гран-при, которые состоялись в сентябре и в ноябре в Гамбурге и в Абу-Даби 2021 года, будут включены в календарь, и, соответственно, очки за них также будут начислены 2022 года. Так что с интересом ждем стартов мирового гран-при. Я думаю, что, конечно же, все самые сильнейшие атлеты уже начинают готовиться. Любопытно, как Флоре Даффи будет готовиться к стартам, потому что она обещала вроде как и готовиться к мировой серии, но многие ждали еще и на чемпионате мира половинки 70.3, а даты между этим стартом и мировой серией буквально неделя. Вот любопытно, куда поедет Флора Даффи и что она выберет. Так что пожелаем в любом случае ей успехов. Если же, конечно же, она два ивента за неделю собирается пройти, то тут просто ничего не остается говорить без комментариев. Если удастся все сделать по намеченному плану, то только аплодисменты стоя. Еще одна новость касательно стартов появилась на официальном сайте Международной федерации триатлона. Так вот, чемпионат мира Xterra переезжает. Если он до этого находился на островах Мауи, то теперь он переезжает в Италию, в Трентино. Связано это в первую очередь с тем, что, как отметили и организаторы, и люди, которые причастны к этим соревнованиям, они ответили тем, что большая популярность Xterra уже в Европе, то есть кросс-триатлоном начинает заниматься повсеместно, и регион Европы тоже набирает большие обороты. Динамика, рост тому свидетельство, поэтому и выбрана Италия. Во-первых, очень удобно географически, откуда можно съехаться, если лететься со всех практически регионов. Ну и плюс организаторы говорят о том, что Италия — это не конечная точка различных
удачных стартов Xterra, потому что хотят развивать как в Европе, так и в Азии, и, конечно же, не забывать об Африке и Америке. В общем, Xterra, на нее обращает большое внимание Международная федерация триатлона, и они тоже видят рост, динамику популяризации данного направления. Поэтому, скорее всего, я думаю, что за этим видом, возможно, будет больше сплочения именно с мировым триатлоном. Глядишь, так не за горами и кросс-триатлон появится в олимпийской программе. А почему нет? Я думаю, что это тоже любопытно, это тоже интересно. Гонка мирового уровня, а именно к австралийскому Ironman, точнее к ее половинке. Проходил этап в Джелонге, что в одном из крупнейших штатов Мельбурна. Так вот, там состоялась половинка, на которой в мужчин доминировали австралийцы, а вот у девушек доминировали представительницы Европы. В частности, 2 места из 3 доставилось представителям европейских стран. Ну и вообще нужно отметить, что и японские айронменщики тоже проявили себя неплохо. Так вот, топ-5 лучших атлетов из Австралии полностью победителем стал австралиец Джош Амберг, который показал время 3 часа 41 минуту. Вместе с ним его соотечественники, но вторым стал Стивен Маккенна, отставший на 3 минуты. А вот у девушек, наверное, вот здесь было любопытно и интересно понаблюдать, потому что вот Вильямс из Нидерландов, которая совсем недавно еще выступала на Олимпийских играх, которая специализировалась на классическом триатлоне, и вот состоялся ее переход потихоньку, постепенно в гонки на длинные дистанции. Примечательно, что это ее уже второй успех на подобных гонках, поэтому представительница Нидерландов удивляет в хорошем смысле этого слова. Ее время 4 часа и 7 минут. Второе место заняла представительница Новой Зеландии, и на третьей строчке пьедестала финишировала австралийка, которая показала результат 4:15. Ну, то есть примерно в 8 минут уложились все 3 участницы подиума. Любопытная гонка, потому что был непростой рельеф, опять же, погодные условия, но самое главное, что она состоялась, потому что попасть в Австралию и попасть на австралийский континент не так-то просто. Очень много проблем с ковидом и очень много проблем связано именно с различными прививками, если они у вас или нету, и разрешениями. Австралийские власти очень строго за этим следят. Я думаю, что Новак Джокович, первая ракетка мира в теннисном мире, не даст вам в этом поводе усомниться. Вот такая гонка получилась. Нужно сказать, что если австралийцы с первых минут мужской гонки взяли бразды правления в свои руки, то вот касательно победителя и чемпиона Джоша Амберга, то свое лидерство он заработал на велоэтапе. Сумел развить успех, укатить, уехать, ну а уже на беговом сегменте оставалось делом техники полумарафон закончить свою пользу. У него одно из лучших времен показано именно на беговой программе. Ну а Уильямс очень ровно прошла, не сказать, что где-то хуже, где-то лучше, действительно очень ровно прошла всю дистанцию, за счет этого и сумела преодолеть финишную ленточку первой. Поздравляем австралийцев, поздравляем представителей Нидерландов. С одного континента на другой, и точнее, наверное, можно еще и сказать, с классического летнего айронмена мы передвигаемся на зимний триатлон. Так, в Италии, в Азиаго снова прошел чемпионат Европы по зимнему триатлону. Любопытен он был тем, что каждый сегмент нужно было преодолевать 2 раза. Это нововведение. Вот с этого года организаторы пробуют что-то привнести, что-то увеличить, что-то, может быть, наоборот, уменьшить. Но нужно сказать, что, как и в прошлом году, в этом сезоне на чемпионате Европы снова доминировали представители Российской Федерации. Так, у мужчин весь подиум, весь пьедестал почета заняли именно представители этой страны. Победителем стал Павел Андреев, серебро Павлу Якимову досталось и бронза Евгений Уляшев. Тут, как говорится, без вопросов. Хотя борьба была до самых практически последних метров. Но если после первого сегмента, после первой половинки этого зимнего триатлона группа состояла из 10 человек, причем хозяин трассы, итальянец, тащил многих за собой, и Пассавенто был одним из главных, наверное, от своей страны, то вот на второй части этой гонки, на втором этапе, он, к сожалению, уже не сумел физически
подстроиться и под лидеров, и, конечно же, свой темп удержать. Что касается девушек, то там победительницы тоже стали представительницы Российской Федерации, причем подиум, ну, получился не весь российский, но серебро и золото отправляется в Россию. Александра Сарвело. Пыталась итальянка до последнего бороться с россиянками, но у нее тоже ничего не получилось. Она остановилась в шаге от пьедестала почета. Так что вот такие результаты. Помимо этого параллельно проходил чемпионат Европы для андеров и для юниоров. Ну вот в андерах, наверное, нужно сказать, что у мужчин борьба была, наверное, не такая явная, потому что победителем стал еще один представитель России, Данил Егоров. Нужно отметить, что он в абсолюте занял 7-е место. Андеры и элита соревновались вместе. И вот Егоров, представляете, 7-м из всей элиты сумел финишировать, тем самым показывая, что будущее, наверное, вот зимнего триатлона, если оно будет развиваться, то, наверное, скорее всего, вот за этим парнем. Что касается у девушек, то там на первой позиции Сюзанна Михаликова финишировала 2-й, Лидия Драговская из Словакии финишировала 3-я, но победительницей стала еще одна представительница Европы, Марка Косут. Так что вот так прошла эта гонка. Любопытно, но зимний триатлон почему-то российским атлетам дается намного легче. Не знаю, может быть, потому что 9 месяцев зимы в году. Другого объяснения просто я не могу найти, почему не удается им показывать такие же результаты и в классическом триатлоне. Вот такие новости были за неделю. Были еще новости касательно легкой атлетики. Международная федерация легкой атлетики разрешила и допустила 32 атлета из России под статусом нейтральных атлетов. Так что ко всем поподробнее, я думаю, если будет возможность, она обязательно появится в случае уже именно непосредственно самих новостей, которые будут поступать. На этом все. Вот такая была неделя, может быть, не богатая на события, но при этом мы с вами еще раз помнили, что появился календарь Международной Федерации супер триатлона, да, Кубков мира. Ну и, конечно же, ждем старта 5-6 июня SUP 7 Southern 8. На этом все. До новых встреч. Болейте на здоровье.